Агрессивное вождение, выезд на встречку, превышение скорости – стандартный набор нарушений, которые формируют общую картину на дорогах Ингушетии. На сайте РусДТП наш регион занимает первую строчку в антирейтинге по числу смертей в дорожно-транспортных происшествиях. На каждую третью аварию один летальный исход. Статистика ДТП устрашающая. Всего за 11 месяцев этого года в республике зарегистрировано более 150 аварий. В этом году в регионе у нас зарегистрировано 157 дорожно-транспортных происшествий, 59 человек погибших, 264 человека, которые пострадало. В соотношении с прошлым годом у нас число ДТП и лиц, которых в нем пострадало, конечно же, меньше. В прошлом году было около 300 человек, в этом году меньше. Но, к сожалению, по показателям погибших людей в ДТП, в этом году у нас, конечно же, на 2 человека больше. Самым незащищенным в автокатастрофах оказываются дети. В этом году в результате дорожно-транспортных происшествий в Ингушетии погибло 8 несовершеннолетних и 24 пострадало. Со слов представителей ГИБДД, это результат халатного отношения родителей к правилам при перевозке детей. Во время аварии или резкого торможения непристегнутые юные пассажиры получают травмы более серьезные, чем взрослые. Все те нарушения, которые они позволяют себе, показывая своим примером, потом эти дети повторяют за этими родителями, к сожалению, приводит к тому, что дети калечатся и страдают. Игнорирование перевозки несовершеннолетних приводит к тому, что дети очень сильно травмируются. Переход через проезжую часть родители показывают неправильный пример, и при отсутствии взрослого старшего человека они нарушают эти правила, переходят проезжую часть и переходят проезжую часть уже так, как показывал взрослый. Поэтому взрослые должны понимать и показывать правильный пример. Не нужно ни в коем случае перевозить ребенка на переднем сиденье, если он не достиг определенного возраста. Нужно понимать и приучать ребенка к тому, что нужно использовать правильные ремни безопасности, если ребенок уже соответствует росту и весу. И, конечно же, и показывать ему, как нужно переходить проезжую часть. По словам сотрудников госавтоинспекции, частым ДТП сопутствуют такие причины, как затонированные передние стекла и использование нарушителями подложенных номеров. Почему говорим о регистрационных знаках, всегда делаем на этом акцент в средствах массовой информации? Потому что лица, которые управляют транспортным средством с подложенными регистрационными знаками, в большей степени нарушают скоростной режим, являются злостными нарушителями. Тонировка, она является сопутствующим нарушением ДТП, которое происходит. Когда человек, совершая маневр выезда на полос встречного движения, не всегда замечает либо транспортное средство, либо же пешехода, который переходит проезжую часть к пешеходному переходу. Зона ослепления идет очень большая, и водителям в темное время суток очень плохо все видно. Также хотелось бы отметить, что был случай недавно, когда данный водитель управляет транспортным средством именно с тонировкой, превысил скоростной режим, не заметив пешехода, сбил его насмерть. Чтобы хоть как-то обезопасить дороги Ингушетии, сотрудниками ГИБДД проводятся как профилактические мероприятия, так и карательные в виде рейдов. Около 1000 нарушителей еженедельно привлекаются к административной ответственности. За этот период текущего года выявлено более 22 тысяч нарушений, связанных только со скоростью. Также нарушение является это управление транспортным средством без права управления. Лица, которые управляют транспортным средством в нетрезвом состоянии, их также не меньше, более 90 человек в этом году. Также, конечно же, выезд на полосу встречного движения, опять же отмечу, перевозка несовершеннолетних. И вот ряд других нарушений, которые являются для наших водителей незначительными. Это проезд на сигнал светофора, запрещающий сигнал, это резкие торможения, это, допустим, когда человек совершает маневр, забывая о том, что нужно включить сигнал поворотника. Вот эти моменты очень сильно влияют на ту ситуацию, которая происходит. Ловят нарушителей не только на дорогах, сотрудники полиции мониторят и социальные сети, где популярные автоблоги выкладывают видео с агрессивным вождением на дорогах, будь это шашки на автомагистрали, либо дрифт возле очередного дорожного круга. Госавтоинспекция предупреждает, что подобное поведение на дорогах может привести к плачевным последствиям. Также просит водителей заранее задуматься о переобувке автомобиля. Также хотелось бы обратить внимание на то, что уже погодные условия меняются очень они резко, могут быть осадки в виде дождя, также ожидается и мокрый снег, и заморозки, поэтому нашим гражданам нужно готовиться к тому, что погода будет диктовать уже свои правила, и нужно подготавливать и транспортные средства. Также нужно понимать, насколько оно безопасно для вас, оборудовать транспортное средство заранее зимней резиной, сменить летнюю на зимнюю резину, не создавать для себя каких-то особенных проблем с этого, потому что когда именно выпадает снег, все водители начинают менять резину. Только в этом случае, если снега не видят, то
не рассчитывают на то, что лед также является опасностью для их безопасного вождения. Поэтому особое внимание уделяем на это, смотрим прогнозы погоды и также обращаем внимание, что с момента уже зимнего периода будут проводиться мероприятия, и, конечно же, водители будут призываться административным наказанием за то, что они используют резину. Цена за несоблюдение простых, но таких важных правил слишком высока. Каждый должен понимать, что их ждут дома родные и близкие. Совершив наезд на пешехода или столкнувшись с другим автотранспортным средством, пострадавшие и погибшие останутся на совести тех, по чьей вине произошла авария. Минутная слабость не стоит сломанных чужих судеб, как и, впрочем, своей. Адам Гулоев, Мурат Гуражев, Новости 24.